Всем привет! В прошлом году между нашей школой, Якутским городским лицеем и Йосусамиль Middle School был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В рамках этого меморандума в сентябре к нам прилетали ребята из Йосусамиль Middle School, а в декабре с ответным визитом наши ученики полетели в Корею. Сегодня мы с ними поговорим. Представьтесь, как вас зовут? Аня Торчик, Аня Гоголева, Алексей Водоян, Шараболина Катя. Расскажите, какова была цель вашей поездки и в какой школе вы были? Целью нашей поездки было закрепить наши дружеские отношения с корейской школой и увидеть их школу и познакомиться с корейской культурой. И мы были в школе Йосусамиль. Сколько вас было в группе? Нас было 18 человек, 14 учащихся и 4 преподавателей. Какого возраста были участники группы? от 12 до 16 лет. Чем вы занимались в корейской школе и какие цели были достигнуты? Учениками корейской школы мы сделали вот такой вот браслет хэндмейд своими руками. А сразу после мини-DIY тайма мы приступили к изучению их национального корейского языка. А также изучению корейского алфавита. Кроме этого обучения вы еще занимались? Да, мы кушали. А вам понравилась корейская еда? Нет. Корейская еда нам не понравилась, на клубничке. Скажите, что нового узнали и чему вы научились? Мы научились, наконец-то, разговаривать. Хорошо, отлично разговаривать на английском языке. Мы узнали то, что обычно корейцам дают большую порцию еды. Знаете, что корейцы не очень хорошо разговаривают по-английски и также понимают их. Корейские ученики в школе пользовались... можно ли назвать это типа Google Translate? Переводчиком? Нет, просто переводчиком. Нас очень гостеприимно встретили, Да, они нам такие хлопали, орали. Дети из окна высовывались из школы. Story time. Когда мы приехали в городок Йосу, нас на машине забрали учителя корейской школы Йосусамиль Middle, и мы поехали в ресторан, где нас откормили бесплатно. Так как потом мы задумались, типа, куда пропали наши учителя? Нам стало без них скучно, и мы решили от скуки попробовать перец чили, что у нас получилось не очень удачно. Я плакала, потому что... Вот эта вот девочка, Аня всего. Аня заплакала, потому что съела больше всего перца. Че, давайте про друзей. Нашли ли вы новых друзей? Можете рассказать о них? Моим другом стала Чион. Она показывала мне школу, а также немножко рассказывала о себе. Она милая и плохо знает английский. А мою подружку звали Джу Йонг. Джу Йонг, она была настолько заботливой, что практически не отходила от меня ни на шаг. Она боялась, что я потеряюсь в этой большой школе. Мою подругу звали Энджи. Она очень мило улыбалась, и каждый раз, когда я на нее смотрела, она все время улыбалась, как будто ничего такого не было. И она все время пользовалась переводчиком, потому что не знала хорошо английского, и все рассказала мне о их школе. А мою зовут Ким Йоджин. Она получше знает английский, чем остальные. Она не пользовалась переводчиком, мы как-то так пытались разговаривать. Также она отвела меня в класс музыки, и она даже что-то сыграла мне. Вот. Вы общались с мальчиками? Когда нас проводили по коридорам, вот наши друзья, мы видели других корейских учеников, которые очень смущались, когда мы с ними здоровались. Это было нашим любимым занятием — смущать корейцев. Мы показывали им сердечки, называли их милыми. Называли их милыми и красивыми. Во время их учебного процесса типа приходили к ним в школу. Да, они учились, во время перемены мы ходили по школе, и там они стояли во время ждали. урока что делали? Во время урока вы что делали? Во время урока мы учили. Вы с ними типа учились? Нет. У нас был отдельный кабинет, у нас мы в библиотеке библиотеке. Да, мы в библиотеке учились. То есть нас учили
Нас учили произношение корейских слов и подучили нас нескольким словам. Ученики. А учителя, то есть контролировали нас и самих учеников. Расскажите о их школе. Отличается ли она от наших российских? Наши сопроводники устроили нам экскурсию по всей школе. Как мы поняли, там было 3 этажа. 4 этажа. Там 5. 5? Ну, нас водили только 4 этажа. В общем, в этой школе 5 этажей, а в остальных кабинетах меня не вытаскала она. Да. Также наши друзья показывали нам свой класс, показывали, насколько они дружелюбные. И ничего себе, воу, их оказалось точно так же, сколько в нашем классе. То есть у нас 29 учеников, и у них тоже 29 учеников. У нас уже 30. Чион водила меня в спортзал, у них огромный спортзал. Да, очень так играть в волейбол все время. А еще Ким Йо Джин сказала, что он очень маленький. То есть для нас он оказался вот Большой, а для них уже примерно маленький. 2 наших спортзала только там стоят. А как вы думаете, почему именно вас выбрали в эту группу? Может быть, хотя бы потому, что мы хотя бы Другого немножко, нет. мы хорошо Потому что знаем. мы были единственными, кто захотел Да, мы были единственными в нашем классе, кто захотел. Rich Childers. Мы из гуманитарного класса хорошо изучаем английский язык, и поэтому у нас была возможность полететь в Корею. Расскажите какие-нибудь интересные случаи, которые произошли в ваше свободное время. Когда мы съезжали из хостела, нет, это был отель в Йосу, мы вот собрали все вещи, уже начали спускаться, и тут Даяна поняла, или когда-то поняла, то, что она взяла карточку от номера с собой, когда мы уже уехали. Я не могла ее Эта карточка все еще у нее где-то Да. лежит. Ну, мне сказали на память оставить. Мама сказала. Что еще было? Когда мы собирались поехать в Пусан, то мы сразу же посмотрели фильм «Поезд в Пусан». Нет, Ой, Пусан. мы в Сеуле То есть- смотрели «Поезд в Да, Пусан». да, мы в Сеуле смотрели, мы были, очень такие радостные, потому что мы отъезжали не сразу с Сеула, а с Йосу. Когда мы вышли погулять по Сеулу, мы увидели, как падает первый снег в Сеуле. Также мы были Мы потерялись. Да, мы потерялись. Мы были в квесте, в котором были... Это не... Так, как это называлось? Ну, Это типа дом ужасов, где Дом Таня и ужасов. Слава любили поорать очень громко. Что вы можете рассказать о вашем шопинге? Может быть, вы что-то привезли? Как там цены? Да, мы много чего привезли. Мы купили одежду. Хотели бы вы повторить этот опыт и еще раз побывать в Корее? Да, хотели бы. И встретиться с нашими друзьями, что, возможно, сбудется в этом году, так как нам говорили, что мы поедем на Ленские столбы летом, на Ленские столбы с нашими друзьями корейцами. Изменились ли ваши представления о мире после вашей поездки в Корею? Да. Я задумалась о своем будущем. Буду ли я учиться в Корее или нет дальше. Спасибо за интервью, а сейчас будут короткие вопросы от Мирианы. Мне больше всего понравился Сеул. Почему? Ладно. Скорее всего, потому что мы там пробыли больше всего дней, и там было больше очень веселых моментов, которые я не забуду. Мне больше всего в Корее понравился Пусан, потому что мы побывали в Тихом океане. Мне больше всего понравилось в Сеуле, потому что там очень весело и очень красиво. И также я шопоголик, а там есть очень классная улица Мэндон, где есть практически, наверное, все магазины. Мне больше всего понравился город Йосу, потому что там был самый лучший отель, а также мы там нашли много новых друзей и закрепили отличную дружбу с нашими новыми друзьями. Пусан, Сеул, Йосу. Я люблю Корею. Святой 31 кадр. Спасибо за внимание.